Добрый день усім. Радыё Свабода пачынае сваю трансляцыю з Салігорска. Мы знаходзімся просто на цэнтральнай плошчы зараз. І тут, як вы бачыце, вось за маёй спіной в дадзены момант збіраюцца супрацоўнікі Беларускалія, шахцёры, якія некалькі дзён таму пачалі забастоўку. Вось сёння агульны страйкам заклікаў удзельнікаў забастоўкі сабрацца на плошчы, на цэнтральнай плошчы гораду, каб абмеркаваць далейшы ход. Бачыце вы тут таксама на плошчы галоўны офіс Беларускалія, ўсё гэта побач, і магчыма кіраўніцтва просто таксама ў дадзены момант можа просто праз свае вокны назіраць за тым, што адбываецца цяпер на плошчы. Коротко распавяду вам саму перадгісторыю утварэння страйкамаў, а таксама прычыны таго, чаму супрацоўнікі Беларускалія вырашылі спыніць працу прадпрыемства. Яшчэ ў пятніцу першая інфармацыя пра магчымую забастоўку з'явілася на Белкаліі, выкліканая на падзеямі апошніх тыдняў у Беларусі афіцыйнымі вынікамі выбараў. Ужо ў пятніцу пачаліся сходы на рудаўпраўленнях, на рудніках, на ўсіх 6 рудніках Беларускалія, дзе супрацоўнікі выказалі проста недавер да вынікаў выбараў і запатрабавалі адстаўкі Лукашэнкі, правядзення новых выбараў, вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і зняволеных удзельнікаў пратэстаў паслявыбарчых. Вось у панядзелак страйкамы на рудаўпраўленнях канчаткова сфармаваліся. Супрацоўнікі кожнага з 6 рудаўпраўленняў запісваліся у лік удзельнікаў забастоўкі. Вось мы працавалі на 4-м рудаўпраўленні. Можна было просто назіраць, як людзі для адміністрацыйнага корпуса гэтага рудаўпраўлення вельмі актыўна абмяркоўвалі падзеі і запісваліся ў лік забастоўшчыкаў. Учора канчаткова быў сфармаваны агульны страйкам на Беларускаліі. Было выбрана яго кіраўніцтва. Вось адзін з старшыняў страйкаму Анатоль Бокун зараз тут таксама знаходзіцца і відавочна пазней будзе прамаўляць, і таксама мы з ім паспрабуем пагаварыць. Вось учора ж о 15-й гадзіне быў тут на плошчы сход страйкуючых удзельнікаў забастоўкі, супрацоўнікаў Беларускалія, не толькі шахцёры там удзельнічаюць, таксама іншыя супрацоўнікі, якія ў шахты непасрэдна не спускаюцца. І вось тут таксама і Марыя Калеснікава выступала перад шахцёрамі страйкуючымі. І учора ж было прынята рашэнне штодня, вось сённяшняга дня, штодня о 9-й гадзіне збірацца ў цэнтры гораду і такім чынам дэманстраваць свае намеры. Вось зараз Анатолій Бокун бярэ мікрафон, і мы пабачым, просто пачуем яго выступ, і, напэўна, агучыць ён нам апошнія навіны пра ціск, які кіраўніцтва Беларускалію аказвае на удзельнікаў забастоўкі. Вось папрашу зараз яшчэ аператара паказаць, колькі людзей сабралася тут зараз. І ў адрозненне ад ужо звычайных вечаровых мітынгаў на гэтым месцы ў Салігорску, тут сёння пераважна менавіта супрацоўнікі Беларускалію, пераважна шахцёры сабраліся. Агулам на Беларускаліі каля 20 000 супрацоўнікаў, і пазней мы даведаемся, колькі з іх запісалася ў забастоўшчыкі. Ведаю, што
па некалькі тысяч чалавек з кожнага родаўпраўлення удзельнічае афіцыйна у забастоўцы. Бачимо, яшчэ падыходзяць групамі проста людзі. Подожди, что там подходит. О 9 гадзіне был запланаваны пачатак гэтага збору. Відавочна, што не ўсе своечасова прыйшлі. Бачу проста вось на маіх вачах групамі падцягваюцца забастоўшчыкі сюды на галоўную плошчу Салігорска. Таксама побач з намі тут гарвыканкамы. Напэўна, чыноўнікі могуць пры жаданні таксама назіраць за тым, што адбываецца проста са сваіх працоўных месцаў. Беларускалій, напэўна, самае буйное прадпрыемства, якое зараз спыніла працу. Здравствуйте, уважаемые друзья. Анатоль Бокун выступае, старшыня галоўнага страйкама Беларускалія. Все, кто зарабатывает на жизнь своим трудом, своим мозолем. В условиях, когда каждый из нас оказывается под беспрецедентным давлением нанимателя, наши ряды редеют. Значит, в связи с этим хочу провести открытое заседание стачкома ОАО «Беларускалий». Прошу стачком подняться на сцену. ОАО, стачком ОАО. Я зачитаю сейчас фамилии. Кто здесь присутствует? Бригалин Владимир Арсентьевич, Карпук Максим Сергеевич, Климчук Александр Анатольевич, Сиренко Евгений Евгеньевич, Масловский Валерий, Безбородько Александр, Сичко Павел Владимирович, Рой Алексей Александрович, Григорьев Геннадий Николаевич, Михайлов Даниил Викторович, Черкасов Сергей Михайлович, Шиц Сергей Владимирович, Стешиц Заир Адамович. Значит, и... Сейчас, одну секундочку. И, конечно же, наш пресс-атташе. Поднимайтесь, кто присутствует. Видим. Подходите ближе, чтобы люди вас видели. Зараз кіраўнікоў агульнага стачкому Беларускалія нагадаюць, на кожным з родаўпраўленняў яшчэ ёсць асобны стачком, але вось гэта зараз агульны для прадпрыемства. Попрошу из... Отойди далее от кого? Значит, кто будет вести протокол? Ребят, кто будет вести протокол? Предлагаю пресс-атташе и... Прошу. Ручка. Ручка вот. Что сюда на листок? Я? Переворачивай просто на обратно. Вот. Где закид? Здравствуйте. Кто-то вчера из 6-го рудника забыл папку с отметками о перекличках. Пожалуйста, подойдите, заберите.
Это ваше, да? Значит, мужики, ситуация видите какая. Сколько нас было, когда мы начинали, и сколько сейчас. Значит, еще плюс. Сегодня до полночи проводил консультации с юристами. Значит, и поэтому сообщаю вам следующее. Что так как мы являемся трудовым коллективом, мы не можем выходить за рамки, значит, требований трудового коллектива. Поэтому, значит, наши требования нужно немного скорректировать. А именно, значит, я зачитаю требования, то есть признать результаты выборов президента Республики Беларусь недействительными, привлечение Александра Лукашенко и Лидии Тимошенко к ответственности, освобождение всех политических заключенных и участников мирных акций, признать постановления и приговоры, вынесенные в отношении их необоснованными и незаконными, в рамках прокурорского реагирования вынести акты протестов. Не допускать применения мер административного воздействия в виде дисциплинарного, административного и уголовного наказаний в отношении лиц, участвующих в забастовке. Значит, какой хотелось бы внести посыл вот в это все? Значит, все вот эти обстоятельства, считаю, что они влияют на наше психологическое состояние, и мы не можем качественно выполнять и качественно, а самое главное, безопасно выполнять свои трудовые обязанности. Вот теперь с такой формулировкой, значит, ну, естественно, что может повлечь к несчастным случаям? Потому что человек не сосредоточен на работе, он сосредоточен на том, что происходит вокруг него, на вот этом беспределе правовом. И только после этого мы будем в рамках Конституции, в рамках закона, что обязательно мы не можем уподобляться властям. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Значит, прошу отметить, у нас есть воздержавшийся человек. Вы отмечайте, кто воздержался. Это первое. Значит, второе. Мы всем четко понимаем, значит, в том числе из, опять же, консультаций мне стало известно, что при сниженной численности бастующих, значит, мы выходим за рамки забастовки. То есть у нас пропадает кворум. Все это связано с давлением, беспрецедентным давлением нанимателя на бастующих. Поэтому хотелось бы предложить следующее. Сегодня наша забастовка действительно но мы отдаем себе отчет, что завтра она может таковой не являться.
сложившейся ситуации, для того, чтобы защитить наши с вами права, права наших граждан, у нас не остается другого выбора. Или, возможно, я его не вижу. Посему предлагаю объявить голодовку. Предлагаю голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Значит, предлагаю также вынести этот вопрос на голосование бастующих. Как мы лечите? Как мы их посчитаем? Объясните, ради чего, какие цели будут. Чтобы поддержать измененные требования. Я думаю, что люди, те, кто сегодня сомневается, увидя, сколько нас здесь, примкнут к нам. Мы должны Сколько сомневающихся, многих, кто... Мы должны попадать в рамки законности. Мы не имеем права рисковать. Что-то не так он говорит. Нет, ребята, послушайте. Не будем уподобляться. КГБ уже поработало. Нет, Где будем голодать? Здесь? нет, напротив центрального входа ОАО «Беларусь-Калий». Носите предложение. Носите голосование. Значит, вношу предложение объявить голосование бастующих по поводу объявления голодовки. Кто за? Ребят, кто за? Значит, предлагаю вынести вопрос объявления голодовки на голосование бастующих. Выносим на бастующие голосование. Кто за? Як Не, мы пока что... Кто против? я не бачу. Воздержался? Запишите. Значит, принято вынести на голосование бастующих. Значит, кто за проведение голодовки в поддержание измененных требований? Хотя бы объясните людям, как это выглядит, что это? Вы радикально даете, просто рубите, да, нет. Люди даже не понимают, о чем речь. Мы с вами, мы хотим поддержать. Ну объясните нам. Значит, в заседании стачкома объявляю перерыв для выработки консолидированного решения. Да, перапынак, пакуль мы спусцімся, размаўляем з тымі, хто прыйшоў сюды. Бачым, няма пакуль адзінства у кіраўніцтва страйкама. Добрый день. Живой эфир «Радио Свобода». Можно поговорить с вами? Можно. Единственное, я вас плохо слышу. А вы с Белкалия, Нет, так? я не с Белкалия. Я приехал поддержать шахтеров. Я здесь уже третий день сюда приезжаю, потому что, на мой взгляд, это очень важно. Если мы, граждане, проголосовали, нас не услышали. Мы вышли в Минске, наверное, около 1 миллиона людей вышло. Нас не услышали. Нас предали люди в погонах. Нас определенные люди били, убивали, устроили террор. И, на мой взгляд, других вариантов нету. Как поддерживать бастующих в экономическом секторе? Солигорск — это 60% ВВП.
Это очень серьезное предприятие, и я приехал поддержать его сюда. А Уже што ў третий день. што ў Салігорску пра забастоўку шахцёраў гавораць, як ставяцца да яе? Я общаюсь здесь уже третьи сутки с людьми, с шахтерами, с рабочими, обычными людьми. Говорится о том, что приезжают с профсоюзов и начинают раскалывать общество. Раскалывать общество на несколько частей. Дают информацию такого плана, что те определенные заводы, которые начинали, уже все работают. Это, как я вижу, это ложь. Это ложь, это их приемы грязного управления. Они давят на то, что вот ты сегодня работаешь, завтра тебя выгонят. Завтра ты не будешь никому не нужен. И это также ложь. Нам нужны порядочные люди, нам нужны работники, нам нужны педагоги, нам нужна правоохранительная власть, правоохранительные органы, нам нужна судебная власть. То есть нам все порядочные люди нужны, но здесь нужно много чего менять, потому что есть большие проблемы. А якія праблемы асноўныя вы бачыце? Основные проблемы, что народ и власть — это разные лагеря. Народ — это, грубо говоря, овцы, а власть — это пастух. И на сегодняшний день, как показало 2020 год, что пастух может недовольных овец просто стрелять, убивать детей. Недовольных просто, которые вышли там с фонариком. Просто протест. Это мирные протесты были. Я там сам был. Мы убегали, я там раз прыгнул там еще с высоты чуть ли там не 6 метров. Мы не радикально настроены. Мы не планировали никого избивать, ни ОМОН, никого. Мы обычные граждане, но нас никто не услышал. В нормальном цивилизованном мире достаточно прийти, отметить в бюллетене свой протест и посчитать. Уже как практика показала, что это не работает. Это не сработало и в 2020 году. Люди вышли, поддержали, показали, нас много. Мы власть. Нас много, вышла вся страна. Если кто-то говорит, что вышла на митинг КГ больше, их большинство, мы все знаем, что туда привезли со всей республики людей за 30 рублей, они там стояли, да, обещали им какой-то потом отпуск, но это ж смешно. И власть, опять же, нас не услышала. Теперь они что посмотрели, люди что сделали? Люди вышли, а дальше смотрят, ничего, походят, успокоятся. Неделя гудка закончится, успокоятся. Это просто так нельзя оставить. Людей убивали. Если меня не убили, то моих сограждан убивали. И это было на самом деле, об этом знает весь мир. И братские республики, соседи наши, страны СНГ, которые поддержали это, это позор им, это позор. Потому что такого не должно быть. Весь мир знает, что здесь творилось, что здесь творится. И сейчас опять хотят расколоть общество наших сограждан, рабочих, людей на два лагеря. Они работают над этим. Они рассевают смуту вот эту. Они приезжают в профсоюзы. Профсоюзы вообще нужно все закрыть. Никакие профсоюзы не поддерживают рабочих. Такого не должно быть. Дякую вам вялікі. Меркаванне. На самой справе сёння з раніцы ля прахадной МАЗ МТЗ ўжо збіраліся людзі ў падтрымку забастоўшчыкаў, і вось паводле паведамленняў АМАП не дазволіў людзям сабрацца, забараніў фактычна выказаць такім чынам салідарнасць з той часткай супрацоўнікаў МТЗ, якія удзельнічалі у страйку. Добрый день, можно с вами поговорить? Радио Свобода, живой эфир. Вы з Беларускалі? Да. А скажите, чему вы сегодня тут, чему вы решили бастовать? Это всем известно, зачем вы решили бастовать. А вы ці могли погучить еще раз? Не понял. Ці могли бы вы сказать, назвать причину? Вы не задоволены с выборами, вынікам выборов, ці затрыманнями протестующих? Мы недовольны тем, что правительство пошло воевать против народа. Избивали людей, забирали. Сейчас до сих пор сидят.
Ладно, в Минске там было там что-то, столкновение, но здесь, в Солигорске, не разбито ни одно стекло, ничего, нигде. Все было мирно, однако очень много людей пострадало за своих убеждений. А як це у Солігорську відбувалося? Там просто розганяли, затримлювали, кілька було арештовано? Конечно. Ну, не только белорусскали, а всех подряд. Хватали людей, детей. Все, есть даже камеры съемки есть. А як на Білорускалі шахтери до цього поставилися? Как? Вы же видите. Вы же видите, что отрицательно. Насилие над народом. Этого делать нельзя было. А про забастовку хочу спитати. Ці більшість шахтерів долучилася до забастовки, меншість. Чув, що великий тиск керівництва оказує на тих, хто хоче бастувати, да? Ну, давление-то оказывается так, как оно должно оказываться, естественно. Давление оказывается. Но большинство, конечно, сочувствующих много. Но очень людей, люди боятся. Боятся потерять работу, боятся. Некоторые даже по наивности спрашивают, а что нам будут платить за забастовку? Ну, я в 91 году бастовал. Я знаю, что это. Я говорю, ничего не будут платить. В 91 году спускались в шахту, если надо было забои какие-то подогнать. И им за это ничего не платили. В стаж забастовка эти 1,5 месяца не вошли, когда я уходил на пенсию. Так что тут что-то теряем. А як це у 91-му году було? Чому тоді люди бастували? Ну, тогда, если, к примеру, я в шахте зарабатывал 90 рублей, а некоторые женщины на трикотажке зарабатывали 240 рублей. Вот все это. И отпуск у нас был так же, как и у них. Тоді Известный тогда со стороны Белкалия говорил, если мы даже на 10% поднимем заработную плату, Белкалий разорится. Что и сейчас говорит Головатый. То же самое. Однако прошло полгода, отпуска 66 дней, нормальная заработная плата, и в Белкале вы видите, какой сейчас. А Головатый говорит, что сейчас на десятилетия мы уйдем куда-то. Никуда мы не уйдем, будем работать и будем зарабатывать. А як ви думаєте, чому Іван Головатий не підтримує людей, які бастують? Он подтримливает. Он сказал, что я поддержу полностью, если будет больше 50%. Ну, он, как говорит, он не видит. Не знаю. Як ви думаєте, чим скончиться ця історія з забастовкою? Не знаю. Будем ждать. Мы свой шаг сделали. Теперь ждем шаг от правительства. Прем'єр-міністр Роман Головченко приїжджав у понеділок тут, про що він говорив? Я не был, не знаю. Так что я только первый день из отпуска вышел на работу, так что я вчера не присутствовал. Дякую велике вам. Ось міркування одного з супрацовників Білоруськалія ми почули. На самой справе ўжо некалькі паведамленняў прыходзіла пра ціск, які кіраўніцтва аказвае на удзельнікаў забастовкі. Была інфармацыя пра тое, што выклікаюць людзей на размовы індывідуальна, папярэджваюць нават пра крымінальную адказнасць за невыхад на працу. Вось такая інфармацыя. Добрый день, можно с вами поговорить? Вы с Белкалия? С Белкалия. Скажите, чему вы, я так разумею, вы долучилися до забастовки, чему вы вирішили это зробити? А сколько можно терпеть уже? Хватит уже терпеть. Вы на увазі що маєте? Надо власть менять. А чим? Вот Солигорск – самый богатый город Беларуси. А чим вам улада не подобает? Ну, как вам сказать, богатый, не богатый, но... Людей возмущает. Людей вельми возмущает, что люди у нас быдло у понятия власти, поэтому мы выступаем за то, чтобы наконец-то мы стали белорусами, стали людьми зваться, кто и казал.
а не быдло, с которого издеваются. И это только небольшая часть этих вот людей. Я думаю, что их будет больше со временем. И хоть я уже не працую в этом коллективе 2 года на пенсии, я тоже не мог быть в стороне и пришел, потому что у наших детей, у моих внуков нема будущего. При этой власти нема будущего. И людей возмутило не то, что мало, много зарабатывают у Солигорске. Людей возмутила несправедливость, людей возмутила вот эта вот хлущня постоянная. Поэтому мы тут, мы вместе со всеми. Дякую вам. Аднавіліся выступы удзельнікаў страйкама асноўнага. Зараз мы падыдзем да сцэны, каб іх пачуць. І даведаемся, што ж у выніку вырашылі кіраўнікі забастоўкі. Такие процессы проходили в 92-м году. Одни працевали, другие бастовали. Кто-то отгружал, кто-то привозил. Але агульными намаганнями процесс разрушился. Я к чему? Сегодня загнали людей в забої. І вони роблять ПД-концентрат. Але куди буде його збивати, коли порти і всі ці шляхи будуть закриті? Ви сьогодні нарубите, загрузите склади концентрата. А международное сообщество не примет этот концентрат. Они видят, что творится в Беларуси. Вчора до мене телефонувався Михаил Волынец, старшина незалежних профсоюзів України, і сказав, що міжнародний робочий рух підтримує солігорських шахтерів і робочих, які стоять супроти диктатури. Я не буду доказувати підтримку всім, хто буде підтверджений неким тиску. То есть между профсоюзы Запада выказали поддержку у наш адрес. Вы ведаете, я долго не так давно прочитал эту Золя Жермена «Пробуждение». І там шахтери Угорської Франції у ті далекі роки почали забастовку. У них була каса допомоги, але вона скоро скончилася. І люди почали протягувати цю забастовку. Ви видите, мерли, діти мерли, дорослі. І вони тоді проіграли. Але це дало штуршок новим стосункам держави і працовник. Ну, ви бачите, на який узровень вийшла Франція після тих рокових років, коли прийшлося змагатися за своє життя, за дітей, про яких всі говорять. Сьогодні ви, ті, хто пішли, накормять дітей, може. А завтра що буде? Це буде галеча, тому що не буде чим кормити. Люди одракуться від таких батьків, які про них думають тільки на сьогодні, а на будущее не думають. Тому для вас великая просьба. Вчера Леня прямо сказал, уже, наверное, не остается шахтеров. Хай забудут это слово шахтер, а, наверное, больше для них подходит слово подземный раб. Потому что все правы, які не можуть завоювати, вони здають. Як може жити чоловік, який здався? Він буде рабом. Він буде рабом, і його діти, глядячи на його, будуть рабами. А ми вчора говорили про вольну і свободну Білорусь. Чому ж ми не такі єдині? І говорили, що шахтери – це сила. І бачите, не зовсім сила. Отрималося так, що ці пішли ніде. І, так сказати, продали нас. Вас продали. І як це можна так от оцінити? Я считаю, что это здрада рабочему руху, это здрада вам. Як можна працювати з цими людьми в забої, коли вони тут на поверхні здражують вам? От ви тоді їм скажіть, що ви робите, люди? Ви ж теж такі, які, руки, ноги, що у вас більше є, голови?
Тому велика до вас просьба. Тримайтеся, брати. Ну, другого шляху нема. Нема другого шляху. Коли ж тепер положать, то вже це надовго, мабуть. Дякую. Гэты каток репрессий, он проходится по тих перших, хто піднімав голос за Білорусь. Нас уже скоро закатають туди з усім. Може, ви нас бачите в опошній раз. Тому що ми вже у їх на этом. Ось у чому справа. Але я хвалююся не за себе, я вже прожив. Я хвалююся за молодих людей, за нашу Білорусь, тому що ну, другого нема. Це наша родина, яка нас, на якій ми живемо. Прошу вас, зрозумійте правильно. Будьте мужніми. А у кого мужності не хватає, скажіть їй про цю мужність, щоб вона була і у їх. Ми збираємося для того, щоб своєю енергією підписувати один одного, щоб чоловік не залишився один. Коли він один, він може загинути. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дякую. День добрый, доброе утро. Начинали мы достаточно активно, и все были уверены в том, что так и надо. На самом деле так и надо. Сейчас мы видим результаты того, как запугивают конкретно взятых людей. Выдергивают их на производстве, выдергивают их в кабинеты руководства и угрожают им не только увольнением. Мы можем только догадываться о содержании тех разговоров, которые ведутся с теми людьми, которые уже подписались, которые уже за вас, за нас, за всех сделали тот шаг, который поставил их уже на ту сторону. Если, не дай бог, кто-то из нас просто испугается, передумает, в первую очередь под каток пойдут они. Вот там на свечке, когда этот человек выступал, да ему каждый готов был пожать руку, потому что он был первым, кто собрался и все сформулировал, сказал: вот, не надо размывать повестку. У нас 3 основных требования, других быть не может, остальное второстепенно. Отставка Лукашенко, 1. Выпустить всех заключенных, 2. И ответственность всех виновных, 3. Эти 3 вопроса и их решение позволят нам избежать дальнейших репрессий, увольнений и прочих санкций. Поэтому давайте думать головой. Мы отступим, нас порвут. Сначала порвут Минск, а потом порвут нас. Вы думаете, почему нас не трогают? Да потому что в Минске вышло 300 тысяч. У них не хватает людей. По одному начнут отсекать. Берем пример с Гродно. Они первый вольный город Беларуси. Нам не надо ничего требовать ни у этих властей. Все, что есть, это наше народное. У нас госпредприятие, гостелевидение. Что такое государство? Государство – это мы. Государство – это народ. Никому не бояться, всем вперед. Если кто-то где-то сомневается, берите друг друга за руки, поддерживайте. Ни шагу назад, вперед! Знову вийшов страйкам до нас. Будуть агучувати свої рішення зараз. Уважаемые присутствующие, значит, к нам пришли учителя, чтобы выразить солидарность с нами, с шахтерами, с рабочими.
шахтеры, добрый день. Мы вас приветствуем. Мы вас очень любим. Спасибо вам огромное за ваше шахтерское движение, за ваше мужество. Я знаю, что вы каждый день рискуете своей жизнью, опускаясь в шахту. Вы каждый день возвращаетесь в свои семьи. В этих семьях у многих из вас выросли сыновья и дочери. И я знаю дочерей, которые случайно совершенно попали, как сказал господин Караев, под раздачу. Я знаю лично девочку, которая никогда в своей жизни не станет матерью, потому что над ней просто глумились. И если вы сегодня не объединитесь, не примете решение и не станете стоять до конца, я думаю, что у наших детей, которые подрастают, свободного будущего не будет. Я очень волнуюсь. Я хочу вам сказать, что когда огласили результаты выборов, я плакала полдня, потому что мой голос просто уничтожили и выбросили. И я не хочу, чтобы вот то, что с нами происходит, всех нас встоило, всех нас называют быдло. Я не хочу быть быдлом. Я не хочу. Я хочу, чтобы вы поняли это и донесли в свои семьи. И еще хочу сказать, что мы не овцы. И наши женщины, учителя, я не знаю, кто и на каких участках делал эти выборы, делал фальсификации. Но я могу сказать лично за себя, как за педагога. Я 1 сентября начну с минуты молчания и с поддержки всех, кто пострадал от режима. И спасибо вам огромное, что вы сегодня собрались. И низкий вам поклон. И еще я готова с вами голодать. Я помню речь Лукашенко, когда он сказал, что не потерпит предательства. А разве нас не предали? Посмотрите, как нас предали, когда мы голосовали. Посмотрите, как нас уничтожили, наших детей, мирность, нас стреляли в мирное население. И эту операцию «Хапун» в народе, я так скажу, я не забуду никогда. Когда все наши дети, большинство наших детей оказалось под этой раздачей. Это не предательство народа, предательство. Сейчас то, что происходит, и с нами не разговаривает режим, разве это не предательство? Предательство. Я пришла вчера в 6 часов на эту площадь, чтобы говорить с мэром. Они выставили очередной кордон, пригнали 3 зака и попросили нас зайти пообщаться там, где был санкционированный митинг. Что вы хотите сказать? Это не режим? Это разве власть? Как мы могли пойти? Я не поняла, кого защищали, нас или себя. У нас нет прав, потому что все права у них. У нас нет, простите, пожалуйста, у нас нет ничего, кроме нашего голоса, который отбирают. И я хочу сказать, что у наших детей тоже нет будущего. Те мальчики, которых так истязали, девочки, они придут служить в армию. С каким придут они настроением, с какой душой? А те дети, которые сегодня студенты истерзаны, разве они останутся в этой стране жить и работать? А девочки, которые должны создавать и рожать, они не будут рожать в этом режиме. Границы сейчас открыты, и молодцы. Всех принимают наши умы, наших детей. Разве страна может быть без мозгов? Мы останемся наедине. В любом случае нас ждет депрессия, серьезная и сильная.
политическое, экономическое и моральное. Вы понимаете, как сказали студенты вчера, замечательная фраза, у нас два сценария, простой и ужасный. Вы понимаете, ужасный уже идет сейчас. А мы, это за плохой и ужасный, простите. Плохой сценарий еще как-то может быть. Вы знаете, в Сингапуре, я точно знаю, что они были нищенской страной, но когда вот такая ситуация, народ поднялся и работал 16-14 часов в день, чтобы поднять свою страну, и часть своей зарплаты отдавал, чтобы поднять страну. Вы понимаете, они сейчас самое процветающее государство, что мы не можем так начать с того, что просто вот сейчас выстоять и начать вот с этого классного сценария, чтобы наши дети остались здесь. Но они по 14-16 часов работают в наших государствах. Мы их поддержим. Это правда, и вы в том числе. Это режим. И я не вижу будущего, если мы не выстоим. Правда, искренне вам говорю. И призываю всех, и шахта спецстрой, и ФАСАД, и институты, и наш трест, нашу Купалинку, Калинку. Почему вы молчите? Чего вы уже боитесь? Бояться уже нечего. Ну есть, да, нас могут расстрелять. Нас же 6 миллионов 800 голосовало. Миллион можно уничтожить. Разве мы люди? Мы же для них не люди. Я не за политические какие-то идти с ружьем. Я за мир, я за любовь, я за продолжение рода, я продолжение этой страны. Но сегодня этого невозможно. Поэтому я голосую за то, чтобы мы выстояли. Спасибо вам. Виступи наставниць школи Солігорська. Зараз ми слухаємо, які прийшли підтримати шахтерів. Гуляли возле Вилкалия. Мы делаем каждый день вечерние прогулки. И в 10 часов где-то, ну, в начале 11-го, мы увидели такую картину. Подъехал желтый автобус. Из него выбежали ОМОНовцы и набросились на 30-летнего молодого мужчину, сбили его с ног и всем автобусом его уничтожали. Я до сих пор не могу спать, я не могу забыть эту картину. Он не был никаким оппозиционером, он таким же был гуляющим, как и мы. Это просто я не могу забыть и не могу простить. Поэтому я сегодня здесь. Я не думала, что я буду стоять на этой сцене и что я буду говорить вам. 9 числа, после выборов, я с друзьями гуляла в парке 4 стихий. Причем вот здесь вот мы не могли пройти. Нам показали вот туда дорогу. И когда мы вышли, мы увидели людей, которые стояли возле Хита. И людей, которые праздновали, потому что это был день строителя, это были выборы, это был праздник нашей страны. И когда люди разговаривали, естественно, кто-то пел, кто-то объявлял выборы, что за Тихановскую на Боровой проголосовало 85%, в другой комиссии 75%, в третьей 90%. И я увидела молодых людей, которые ликовали так, как, наверное, не ликовали, когда им подарили сотовые телефоны. И я понимаю, что глядя на тех детей, которых мы вырастили, и которые тоже были, и которые каждый день стоят на этой сцене, которые ходят с демонстрациями вместе с нами и спрашивают, а кто из вас, из учителей, поддерживает? И мне очень приятно, что нашлись вот эти смелые женщины, которые вышли сегодня сказать, что не все учителя поддерживают режим. И когда я вчера увидела, как наш начальник милиции рассказывает вам сказки о том, что спровоцировал город Солигорск, и вот это все началось, поверьте, кто фотографировал, увидят. Я сидела на второй скамейке, а на первой скамейке сидели 4 молоденькие девочки лет по 15. И по отмашке начала идти команда тех, кого привезли, я не знаю, это, наверное, были не солигорские. И потом точно так же была отмашка. И этих девочек забрали и поволокли. Я встала, я не знала, что мне было неудобно бежать. Мне было неудобно бежать в своей стране, я ничего не сделала. И точно так же было неудобно бежать Андрею Страху, ученику нашей гимназии, который потом с проломленной головой лежал в травме, он до сих пор еще там. И мама его, которая работает в поликлинике, принимала сына. И когда мы убегали, потому что я не хотела попасть в автозак вместе со всеми.
Обернулся друг и говорит, упал парень, и его молотит 5 человек. И мы не могли спасти тех, кто падал, понимаете? И поэтому, если мы друг друга не поддержим, нас просто всех уничтожат по одному. Да, спасибо нашим учителям. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Солигорск. Я сегодня хочу вам сейчас рассказать, я лично присутствовал вчера на встрече ДК. Все-таки кто-то должен был прийти, и диалог должен был состояться. Спасибо, 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 спасибо. Сустрэча ў ДК, про якую пачаў гаварыць этот чалавек, і там вчерашняя сустрэча. Входа мы, когда проходили здесь, они огородились, стояли по периметру сотрудники. При входе стояло 8 человек. Я вам хочу сказать, я с самого лица спросил, вы боитесь меня? Кого вы боитесь? Зачем столько сотрудников? Мы мирные люди, мы не разбили ни одного стекла, ни одной витрины. Ни один автомобиль не был не перевернут и сжёг. Женщины пришли с цветами. Кого вы боитесь? В общем зале было 20 человек. Пришло 20 человек, это такая поддержка власти. Пришли люди даже неравнодушные, которые, как я, начали задавать вопросы, на которые просто не были откровенно даны ответы. Власть показала свое лицо. А конкретно мой был задан вопрос. Скажите, какая численность сотрудников МВД охраняла данное мероприятие? На что начальник РОВД ответил, это закрытая информация. Окей, мы налогоплательщики, здесь все... Здесь есть наркоманы, тунеядцы. Нет, мы все налогоплательщики. Мы можем знать, сколько в штате РОВД Солигорска? Можем? Нет. Оказывается, нет. Это закрытая информация, потому что это режимно. Ну почему режимно? Окей, я задал вопрос. Какой бюджет Солигорского РОВД на год? Опять закрытая информация. Ну окей, прошло собрание, где начальнику РОВД были заданы вопросы. Человек, мирно идущий, был схвачен и сбит. На что он ответил, он своей походкой призывал к митингу. Смешно, но правда смешно. Он сказал, что пыток в РОВД не было, избиений. Все избиения были при задержании. Люди избиты с ног до головы синие. Это значит, как надо было людей задерживать. Что должен был сделать человек, чтобы так его избить при задержании. Потом, мы все, я у мэра спрашиваю, я ему задаю вопрос. Послушайте, мы налоги платим, мы граждане. Вот те люди, которые стоят на площади, они граждане нашего города, граждане. Я говорю, вот мы вас просим, чисто вот как мэра города, вы как хозяин над людьми, не хозяин, вы смотрите за городом. Давайте организуем хотя бы питьевую воду. Давайте дадим звукоаппаратуру. Поставим карету дежурную скорой помощи. Кому-то станет плохо. Вы знаете, что мэр ответил? Не получите вы воду. А вот сейчас у меня... Да, это позор. Ну, это позор. Мы своими налогами мы не заслужили даже воды питьевой или кареты. Вот будет пострадавший, вызовите, приедем. Вот ответ мэра. А теперь, у меня просто предложение. Кто захочет пить, давайте просто ходить в горисполком. И в туалет тоже. И в туалет тоже мы должны, все мы люди. Можно было мэрией города организовать здесь биотуалеты. Можно было. Но сейчас нет. Давайте все будем ходить в горисполком. Спасибо. Уважаемые коллеги, друзья, я хочу, чтобы вы все четко понимали и знали, что Стачком не отступит. Также хочу объявить, чтобы все знали, что Стачком законно избранный. Ну а теперь наше открытое заседание продолжим. Кто-нибудь желает еще выступить, нести какие-то предложения? Ребята, я женщина, я не боюсь. Шахтеры, мужики, вы боитесь?
Люди, вы знаете, не успели мы отошли от тех еще побоев. Вчера уже министр заявил, что могут быть заведены на бастующих уголовные дела. Они что, нас хотят опять бить? Они что? Вообще уже? Скажите, мы это позволим? Правильно, мы это никогда не позволим. Некоторые из вас думают, что кто-то придет и заведет нас за руку куда-то в лучшее будущее. Нет. Мы должны сами сейчас выстоять, выработать иммунитет, эволюционировать. Вы понимаете, что сейчас на нас смотрят все. Ваши жены, ваши дети. Скажите, неужели вы пройдете мимо, когда будут бить чьих-то детей? Да я никогда не пройду мимо, когда будут бить ваших детей. Я сниму тапок и буду защищать до последнего вздоха. Вы понимаете, у нас есть сейчас животное право защищать наши жизни и жизни наших детей. У них в этой стране в данный момент нет будущего. Они говорят, что забастовки незаконные. А в 92-м году, что кто-то из них сказал, что они законны? Нет, там даже суд постановил, что они незаконны. И что? Мы добились всего. Нет? А скажите мне, пожалуйста, как удобно пользоваться законом, да, когда им это выгодно? А где был закон, когда били детей? А где был закон, когда насиловали женщин палками? А где были эти законники? Сидели на диване и хлопали в ладоши? Где? Мы не должны, вы не должны ни в коем случае запускать комплексы и начинать рубить руду. Вы поймите, что вот эта реанимация этого режима не нужна никому. Абсолютно. Капельница, да он уже умер. И чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Для нас. Тем быстрее это все закончится. Я так понимаю, если началось такое сильное давление, значит, деньги уже у них заканчиваются. Ну что ж, Лукашенко вчера раздавал премии ОМОНовцев. Их всех где-то 1500 в стране. Хватило только 300. Так что, мы им дадим деньги на 1200, чтобы он заплатил премии? Правильно. Нет, этого никогда не будет. Доброе утро, Солигорск! Я знаю, что многие из вас не спали, очень у многих сомнения, страхи, очень много мыслей по этому поводу. Я сама, уже будучи не работником нашего обожаемого предприятия, не сплю 3 суток. 3 суток я готовила для вас речь. И сейчас буду зачитывать, потому что очень волнуюсь. Я вас прошу, если у кого-то есть телефоны, можете снимать, можете передавать на рудники, можете выкладывать во все соцсети. Еще 4 месяца назад я была работником нашего предприятия. 10 лет своей жизни я посвятила развитию спортивной жизни нашего предприятия и города. Я думаю, многие из вас знакомы с ситуациями, когда ваши права дискриминируют. Думаю, каждый столкнулся с фразой «Не устраивает работа, на твое место будет 10 000 человек». Я уверена, что со стороны начальства каждый чувствовал унижение и недостойное для начальника поведение, а мы стояли и молчали. Где здесь лучшая жизнь? Думаю, ее нет. Каждый из нас работал не по инструкции от ЭИТБ. Отсутствие рабочего инструмента и частей оборудования. Выполнение работы в добровольно-принудительном порядке, когда у тебя нет нужной квалификации и распоряжений. Но ты умеешь выполнять ту или иную работу, не имея документы, подтверждающие о том, что ты находился в это время на месте выполнения работ.
Многие из работников покупают инструмент за личные средства, чтобы заработать больше денег, выполнив или перевыполнив план. И мы все это молча выполняли. Выполняли не потому, что хотели, а потому, что нам долгие годы сеяли в голову отсутствие выбора. И выбор забрал у нас замечательно работающий идеологический отдел нашего предприятия и страны. Забрал самым действенным способом. Он дал нам ощущение хорошей жизни. Через вбросы каких-то единичных премий по праздникам, якобы оплачиваемой страховки на услуги, которые с нашим трудом и экологией вообще должны быть бесплатные. Стабильное число 15 и 25, возврат денег за покупку и оплату в магазинах объединения, чтобы сделать стабильный оборот своей же продукции. Соцпакет, который навряд ли кому-то пригодится с учетом нашей смертности в таких условиях труда. Проработав 10 лет, я прекрасно понимаю, как работает эта система со времен увольнения Кириенко. Понемногу вливались в контрактные системы десятки дополнений к ним, чтобы ущемить права и выбор работников. Все указы об упразднении процентных ставок, выгодных для работников на строительство жилья, информационный взброс, что Беларусь-Калий самое стабильное предприятие и прибыльное, и что больше нигде нет таких зарплат. Все это настроено на то, чтобы забрать у людей веру в лучшее будущее. Вы понимаете, что вся госсистема построена на порабощении нас, жителей не только нашего города, но еще и всей страны. И все это пришло при одной власти. Власти тирана и диктатора, власти человека, у которого не только руки, но и душа в крови. И не желая за все это отвечать одному и понимая, какие ждут последствия в случае отсутствия поддержки народа, он за собой утащил много душ и жизней и совести других людей, наделив их минимальной властью и материальными благами. Так вот, будучи человеком, который многое сделал для спортивной жизни нашего города, а в некоторых случаях и страны, я знаю и я уверена, что среди работников ООО «Беларусь-Калий» много таких же прекрасных и сильных людей, которые ждут в свою сторону уважения и должного отношения. За 10 лет предприятие меня наградило многими благодарностями. Я терпела унижение со стороны начальства. Я работала в ужасных условиях труда, не только у себя на руднике, но еще и в другой стране, где наше доблестное руководство страны или предприятий даже не удосужилось позаботиться о нормальных условиях проживания и обеспечении там безопасных для работы условий труда. Думаю, очень многие с этим столкнулись. Мое слово, думаю, как и большинство здесь присутствующих, не имело никакого места на рабочих собраниях. Мне тоже было страшно что-то менять в своей жизни. Выходить, как это модно сейчас говорить, из своей зоны комфортно, имея поддержку всего лишь в 2 лицах при наличии рассрочек, имея десятки мнений с осуждениями и не имея своей жилплощади. Это то, о чем сейчас все говорят шахтеры, которые не выходят на забастовку. Я подала заявление на увольнение. Подала, потому что система съедает своей несправедливостью. Уволилась я оттуда только потому, что меня съела система. Все дело в том, что я, как и большинство из вас, уверена в этом. Ой, я ни разу не пожалела за это время о своем увольнении. Кроме момента, который происходит сейчас. Я завидую вам, завидую каждому в том, что вы имеете вес во всей этой ситуации и можете изменить
ход нашего предприятия, нашей истории. Ребята, на самом деле очень много чего здесь написано. Очень много по делу, очень много таких нарушений было. Если надо, я буду это передавать председателю стачкома. Но я прошу каждого из вас. Сейчас герои не те, кто в форме и стоит по ту сторону баррикад. Сейчас герой — это каждый, кто идет за народ и за светлое будущее нашей страны. И только от нас, от рабочего класса, ни от начальства, ни от руководства зависит будущее наших детей и нашей страны. Живе Беларусь! Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня для всех нас поистине исторический момент. В эти дни я встретился с десятками, даже нет, наверное, сотнями самых настоящих граждан Республики Беларусь. Я восхищаюсь теми людьми, которые сегодня находятся здесь, на этой площади. Я восхищаюсь теми, у кого не было возможности сегодня к нам присоединиться. Но я больше чем уверен, что они будут с нами в следующий день. Я хочу сказать, что с нами вся Республика Беларусь. Наш стачком — это не только наш стачком. Мы входим в стачком всей Республики Беларусь, которая есть на каждом практически предприятии Республики Беларусь. Дорогие друзья, если мы вместе, то нас никто не собьет с истинного пути. Если мы вместе, то нас никто не сможет победить. Я всех вас призываю быть стойкими, мужественными, поддерживать друг друга. Вчерашний, позавчерашний пример, когда мы с шахтерами на промплощадке 2 РУ, где я работаю, разговаривали с другими людьми, у которых были в том числе и сомнения в правильности наших действий. И я горд тем, что люди нас поддержали. Я приведу пример положительного результата таких же граждан свободных, но из другого города, из города Гродно. Я больше чем уверен, что, глядя информацию в электронной среде информации, наверняка вы об этом уже знаете. Гродно, городской райисполком принял требования к исполнению городского стачечного комитета. Я зачитаю, что принял этот городской исполнительный комитет. Гродненский городской исполнительный комитет на требования выдвинуто представителей Объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзов предприятий города Гродно, представителей Демократической общественности города Гродно, политической партии в рамках компетенции местных органов власти, определенных законом Республики Беларусь о местном самоуправлении и самоуправлении и управлении. Из основных достижений. Первое. Митинговать теперь можно на центральных площадях города Гродно. Власти будут помогать с техническим оборудованием. Милиция просит прощения у задержанных. Это официально было объявлено. Все задержанные освобождены. Все задержанные освобождены. Оппозиции будет предоставлен телеэфир. Но мы здесь не вправе говорить, что оппозиция. Все мы граждане одной великой большой страны, имеющей замечательную историю. Поэтому мы не оппозиция, мы белорусы все. Городские власти заявляют о том, что не будут наказывать участников забастовки. Гродно действительно, так же, как и мы, молодцы. Просто нереальный респект гражданам, свободным гражданам города Гродно. Мы идем по этому пути, и мы также заслуживаем такого же отношения городских властей ко всем нам. Я, выступая несколько раз с этой сцены, говорил о том, что почему
нет представителей, в том числе с райисполкома, нет представителей здесь с нами депутатов городского совета и не только. И за это время, к сожалению, ни один из них здесь к нам не присоединился или хотя бы сказал какое-то приветственное слово. Поэтому я предлагаю обратиться по нашим, будем говорить так, что кто-то говорит экономически, кто-то говорит социальные вопросы, обратиться к Солигорскому райисполкому со следующими требованиями. Требования к Солигорскому районному исполнительному комитету о техническом и гуманитарном обеспечении бессрочного митинга на центральной площади города Солигорска. Первое. Солигорский райисполком предоставляет звукоусиливающую аппаратуру, колонки, микрофон и техническое их обслуживание в течение всего периода бессрочного митинга. Второе. Организовывает прямую трансляцию митинга по Солигорскому телевизионному каналу СТК. Третье. Обеспечивает общественный порядок и безопасность при проведении митинга. Четвертое. Обеспечивает меры, связанные с медицинским обслуживанием участников митинга. Пятое. Обеспечивает уборку территории после проведения на ней митинга и осуществляет силами коммунальных служб, подчиненных Солигорскому исполнительному комитету. Шестое. Устанавливает емкости с питьевой водой. Седьмое. Организовывает беспрепятственный доступ в туалеты Дворца культуры и первого этажа здания Солигорского райисполкома. Восьмое. Обеспечивает установку биотуалетов. Исполнение немедленно после оглашения с последующим письменным вручением. Вы знаете, вчера молодой человек выступал и говорил о том мероприятии, которое было во дворце, которое было, в общем-то, должным образом оснащено, организовано, и не возникло никаких, так сказать, препятствий к тем гражданам, которые изъявили встретиться с представителями городской власти. Мы такие же граждане. Да, мы здесь собираемся на центральной городской площади, имеем право. И, конечно же, мы требуем от городского исполнительного комитета выполнить вот эти наши обычные человеческие, социальные, экономические, гуманитарные Принимается? Принимается. Спасибо. Проблемы с сувязью, звуком. Проблемы з звуком узнікаюць на самой справе. Улады горад не пайшлі насустрач пратэстуючым. Учора на адной з галоўных плошчаў горадня адбыўся вялікі мітынг, некалькі дзесяткаў тысяч чалавек прысутнічала, і ён трансляваўся па радзенскім мясцовым тэлебачанні. Не толькі в інтэрнэце яго можна было пачуць, і гарадскія ўлады на самой справе пошли на диалог с протестующими. Я тоже работала в шахте много лет. Я бывший маркшидер. Вы меня знаете, многие. Я хочу обратиться к тем, кто сейчас пошел рубить, и к их женам. Я знаю, вы все в кредитах, вы ездите на хороших машинах, вы строите жилье. Вас уволят, вы это можете потерять. Можете. Но если вас уволят, вам нечем будет платить эти кредиты. Пусть их заплачет батька. И это унизительное слово, вы привыкли называть его батькой. А разве он своих детей так любит, так уничтожает? Вам не надоело видеть в телевизоре, как он выступает и унижает тех людей, которых даже вы выбирали?
Они сидят, опустив головы, и боятся поднять их. Так вот, шахтеры, которые пошли, и жены, которые их туда отправили, сидя на кухне, тебя уволить, что будем есть. А вы не боитесь? Он струсил там, а тебя на улице схватят и твоего ребенка. А он не защитит, он уже запуган. Он уже боится. Что вы думаете себе? Когда в 92-м году все это было, и мы выходили на площадь, нас тоже пугали. И то, что вы сейчас ездите на хороших машинах, вкусно кушаете, отдыхаете на юге, в других странах, это заслуга того времени. Не вставайте на колени, вам говорят, это вы все купленные. Пусть этот батька со своим штатом покажет организаторов купленных, где его система, почему он до выборов не вычислил их всех. Вас всех обманывают и говорят, что вы вышли купленные. Сейчас в Минске на МТЗ уже хватают людей. Что? Когда схватят здесь тех, кто в шахте будет сидеть и рубить? Рубите! Вы своим детям жить не даете. У меня дети и внуки. Я на пенсии. Но я никогда не позволю такому произволу быть, тем более в этом городе. И если надо, я тоже за голодовку. Значит, продолжим заседание Стачкома. Уважаемые собравшиеся, Стачком решил продлить забастовку до выполнения требований бастующих и корректировки этих требований. То есть в требования надо включить гарантии для работников. Понимаете меня, да? Продлить забастовку до достижения договоренности по требованиям с нанимателем. В этой связи Стачкомитет считает преждевременным ставить вопрос о голодовке. Мы еще не договорились, правильно? Кто за это? Вы за? Значит так, позвольте Стачкому уехать и решить все эти вопросы. Спасибо. Митинг продолжается. Одну секундочку. Значит, у нас на повестке дня Стачкома есть еще один вопрос. Он не менее важный, чем все остальные. Это вопрос анкетирования, предложенного нанимателем. Значит, до решения, вынесенного Стачкомом, значит, не заполнять анкеты и передать работникам, коллегам, чтобы анкеты не заполнялись. Все, всего доброго. Значит, в 13:00 Стачком будет здесь. Более конкретно, значит, сейчас мы уезжаем на совещание с Стачком. Забастовку мы решили, продолжаем завтра. То есть в 9 часов мы приходим сюда опять. И сегодня в час дня Стачком выйдет сюда, и мы огласим, к чему мы пришли. То есть в час сегодня собираемся здесь. Спасибо. Доброй раніці усім. Я прес-секретар Стачкома в Білоруськалі. Маленька інформація. Сьогодні увечері о 6:00 сюди приїде гурт Джей Морс підтримати усіх бастуючих города Солігорська зі своїм концертом. Может быть, из вас у кого-то есть дизель або бензиновый генератор на 2-3 киловатты. Коли ласка, подойдите до меня и скажите, потому что настолько на 1,5 ватта и можно просто не копить. Ну и некая там підтримка, водичка от вас так само буде вітатися. Дякую.
Я тоже сегодня хочу сказать пару слов. Я выступала вчера и говорила о том, что те, кто рубит, тому позор. Я хочу сказать сегодня следующее. Это мое мнение как гражданина свободной Беларуси. Мы должны уважать любое мнение. Я, как гражданин Беларуси и председатель независимого профсоюза горняков, как уже говорил Захаров, поддерживаем вас и всячески пытаемся помочь. Что сейчас происходит на данный момент? По родоуправлению идет жесткое давление на работников. Ездит наниматель, уговаривает, требует, запугивает. Значит, смотрите, если стоять, то стоять до конца. Значит, к нам сейчас со всех городов идет поддержка. У нас будет велопробег с Минска сюда. Люди очень волнуются и смотрят на нас. Это очень важно. Все важно, насколько крепкие мы в своем стремлении сделать какие-то перемены. Я понимаю, что от нас сегодня зависит очень многое. Поэтому, ребята, держимся до конца и живи Беларусь! Дорогие коллеги, солидарчане, белорусы, я приветствую всех, кто вместе со мной не побоялся и вышел сюда. Белорусский народ никогда не простит тот террор, беспредел, насилие и нашу безысходность, которую устроила нам действующая власть. Те адские дни, в которые погрузилась вся наша страна, тот ужас и страх в глазах наших людей, женщин, детей. И сегодня я прошу каждого, чтобы каждый переборол свой страх. Ведь только вместе мы настоящая сила. Живи, Беларусь! Невеличкая корректировка от стачкома. Збираємося тут ровно о 6 вечера, 18:00. У 13:00 не приходим, просто как люди с шахта спецбуда, с треста, наставники, кто працує в городе, могли разом собраться и нас потримать, как просто не распыляться. И концерт, и митинг. Чекаем всех вас. 18:00 тут. А теперь музычная пауза. Для вас музыкальная пауза. Ось мітинг афіцыйна яго частка прынамсі завяршыўся. Калі коротко падсумоўваць вынікі, то страйкам, агульны страйкам усіх радыўпраўленняў беларускай але прыняў рашэнне працягваць страйк, працягваць забастоўку, не вяртацца да працы. Так, разам з тым мы пачулі, што частка шахцёраў паддалася на угаворы кіраўніцтва Беларускалія і сёння спусцілася ў руднікі. Таксама мы пачулі пра тое, што вельмі актыўна кіраўніцтва прадпрыемства супрацьстаіць страйкуючым і намагаецца не дапусціць працягу забастоўкі. Увечары тут о 18 гадзіне чарговы мітынг пройдзе. Ну, як мы пачулі, тут нават будзе выступ гурта з Менску Джей Морс збіраецца прыехаць. Зараз мы спусцімся са сцэны, яшчэ спрабуем паразмаўляць з людзьмі, якія застаюцца тут. І паступова будзем завяршаць. Бачу аднаго з удзельнікаў страйка на заняты. Ён зараз. Ідзем далей ад сцэны.
Добрый день, можно с вами поговорить? Радио Свобода, живий ефір. Ви на Білоручкалії працюєте? Ні, я не працюю на Білоручкалі. Але живете у Солігорську, так? Як тут зараз ситуація? Як ставляться люди до забастовки на Білоручкалі? Звичайні люди чи білкалівці? Ну, звичайні і білкалівці. Я не ведаю, что вам сказать. Люди больше одразу ставились, конечно, больше становче, але зараз людей запугивают, и люди просто, пужаются, потому что боятся, что их звольнять, боятся, что нечто там заставить, робить, не робить, просто. Людям треба триматься. Лех Валенса в Польше казал, что коли мы не выйдем, не зробим, ничего не здарится. И он был прав, в Польше получилось. В Гданьску солидарность, их судноверфь, она так само была, таким буйным предприемством по польским меркам. Это так само была провинция. Але они вышли, их потримала країна, и у них все получилось. Поглядим, что будет у нас, не ведаю, что еще сказать. У Солігорську кожен день увечері тут збираються люди, так? Что? У Солігорську кожен день тут збираються люди? Так. З 9-го кожний, мабуть, тільки 10-го, 11-го не збиралися, а після вже так, з 12-го, мабуть, кожен день виходять. Буває криху більше, криху менше, але так. Ці є ще затримані у місцевому СІЗА, затримані удільники протестів? Мені тяжко сказати, але мені здається, що так, будуть ще тут у СІЗА. Менавіто ті, що політичні, мені здається, будуть. Але, не можу сказати докладно. Так це чи не так. Дякую вам. Поговорили ми з удільником цього мітингу. Люди поступово розходяться. Некалькі тисяч, верагодна, было сёння тут удзельнікаў. Цяжка сказаць дакладную лічбу. Добрый день. Можно с вами поговорить? Суворыя. Суворыя мужчыны тут. Бачу яшчэ. Добрый день. Можно поговорить с вами? Живий ефір Радіо Свобода. Я не медийная личность. Але ви супрацовник Білоручкалія, так? Да. Скажите, як зараз ситуація? Колькі людей долучилося до забастовки? Ці насамрэч людей запалохваюць? Пугают, запугивают людей. Половина работает, половина спускается и не работает. Кто-то вообще не выходит на работу. То есть в ночь оказывалось давление со стороны генерального. Ездил по рудникам, насколько вот и мне известно. Просто уночи ездил, да? Да, в ночь ездили люди на работу, спускались. Кто-то работал, кто-то хочет эту копейку заработать, кому-то эта копейка уже не надо. А чаму нема такого адзінства? Чаму не все погоджаются бастовать? Кто за свой кошелек держится, кто держится за место, кто вспоминает, что у него много кредитов, много обязанностей. Может, у некоторых даже, я слышал случаи, когда одного была здесь забастовка дня 2 назад, и просто жена дома заперла, грубо говоря, давление со стороны родственников, семьи и так далее. Давление и также и с работы. Кто-то сам, грубо говоря, не идет... не идет на забастовку, сам говорит, я не буду, мне надо деньги, я рассчитываю на эти деньги и так далее. Кто-то просто и не видит всей ситуации в Беларуси. Але так само шмат людей, шмат шахтеров долучилося до забастовки, так? Да, сейчас много не пришло сюда, много на работе сейчас. Кто-то бастует именно непосредственно на рабочем месте, они хотят и себя прикрыть со стороны начальства, то, что они находятся на рабочем месте, но не работают. Кому-то плевать, много людей видел, они здесь, они не вышли на работу. А чому ви вирішили ризикнути своїм високим заробком і з працею прийти сюди? Да потому что надоело. Надоело, все начинается, рыба гниет с головы. Все начинается от нашего высшего начальства и заканчивается низшим. Низшее начальство — это наши непосредственные начальники участков. На них смотришь, они и с нами, и они ничего против сказать не могут. Потому что они и с народом, и они поближе к начальству, которое сверху. А мне уже, грубо говоря, и этой зарплаты не надо. Я готов, если все коллективно будут говорить, кто-то начнет голодовку, ради бога, я только поддержу. То есть мне уже и зарплаты не надо,
Просто все думают, что зарплата там у всех огромная, но это не так. Наверху можно ту же зарплату получить и вне Беларуськалия, если хорошо постараться. Дякую вам. Да, не за что. Ось меркаванне аднаго з супрацоўнікаў шахцёра, які прыйшоў сюды і гатовы рызыкаваць сваім заробкам. Мы будзем з вами пакуль што развітвацца. Абавязкова яшчэ будуць нашы жывыя трансляцыі. Далучайцеся, подписывайтесь на наш канал, сачыце за нашымі соцсеткамі, абавязкова сачыце за тэлеграмам, дзе зараз ва ўмовах частковага блакавання нашага сайта асноўная плынь навінаў штодня абнаўляецца. Я з вами развітваюся і да новых сустрэч. Заставайцеся на свабодзе, беражыце сябе. Также попросили объявить, сюда в поддержку шахтеров приехала бригада ДСК в полном составе. Сейчас их не ждет, они отошли, они нас тоже поддерживают.